В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалии». Дневное шоу с Еленой Юрченко. Добрый день, в эфире радио Крым Реалии, в студии Елена Юрченко. Вы слушаете дневное шоу. Крымчане могут слышать нас на частоте 105,9 FM. Также эфир доступен на сайте Крым Реалии. И крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26. Для жителей материковой части Украины телефон студии 044 490 29 05. Гостья нашей студии – советник министра информационной политики Украины, аналитик Украинского независимого центра политических исследований Юлия Коздобина. Здравствуйте. Добрый день. Прежде чем мы начнем нашу беседу, я предлагаю послушать короткую справку о нашей гостье. Гость эфира. Юлия Коздобина, советник министра информационной политики Украины, аналитик. Исследует вопросы русскоязычной идентичности в Украине в контексте конфликта с Россией, роли волонтерского движения в демократических преобразованиях, общественного восприятия идеи предоставления Крыму статуса крымско-татарской автономии, вопросы блокады экономических санкций. Работала политическим аналитиком в посольстве США в Украине. По образованию является политологом-переводчиком. Второе образование – политологическое, со специализацией в международных отношениях, получила в США. Владеет английским и немецким языками. Гость эфира. Юлия, вы не крымчанка, но утверждаете, что тема Крыма вам близка и интересна. Я хочу процитировать сейчас ваше заявление, которое вы сделали в одном из интервью. «Крымский вопрос сложный, но интересный. Искать пути его решения для меня интересно». Почему? Сложно сказать, да, почему именно интересно. Ну, то есть, именно потому, что сложно, да, то есть, это тот вопрос, который понятно, что это стратегический вопрос, то есть, он не будет решен сегодня-завтра, он зависит от многих факторов, да, и способности взаимодействовать между разными людьми, зависит от того, насколько хорошо мы будем понимать ситуацию. Ну, то есть здесь нужна огромная интеллектуальная работа, потому интересно, да, так скажем. А на ваш взгляд, в каких плоскостях лежат пути решения крымского вопроса? Что это экономический, военный, информационный? Ну, тут целый спектр вопросов, на самом деле. Когда мы говорим о Крыме, когда мы говорим об оккупации, то, в общем-то, это и международное право, да, это и военные вопросы. Ну, то есть один из вопросов, который поднимается чаще всего, это возможен ли военный путь освобождения Крыма. Это и вопросы экономических отношений с оккупированными территориями на время оккупации. Это и гуманитарные вопросы на время оккупации. То есть это огромный, широкий спектр вопросов, на которые нужно искать ответы, ну, сейчас и на будущее также. А вы сами в Крыму бывали? Да, естественно. А когда и где? На самом деле у меня получилось так, что перед самой оккупацией, да, в 2013 году, я там бывала достаточно часто, то есть и по каким-то личным делам, и по вопросам, и для меня Крым в первую очередь это, конечно, горы. Вот. Какие, старокрымские? Район Соколиново, Бахчисарайский район, да, вот эти вот Черный каньон и Чернореченский каньон. То есть вы предпочитаете активный туризм, а не пляжный? Да, однозначно. Палатки? Палатки, каяки, горы, все вот это вот. В Украине часто говорят о программе реинтеграции оккупированных территорий. И есть ли вообще план у Украины, как реинтегрировать Крым? Такого вот четко разработанного, принятого документа на данный момент не существует. В общем-то, и в Министерстве информационной политики мы работали над документом, который называется «Стратегия информационной реинтеграции Крыма». Эта работа была связана с некоторыми сложностями именно потому, что четкого документа, который описывает, как Украина будет реинтегрировать Крым, на данный момент не существует, но тем не менее существуют некоторые разрозненные, действия разных органов власти, направленные и на освобождение Крыма от оккупации, и на реинтеграцию уже на данном этапе, да, то есть они, к сожалению, до некоторой степени противоречивы, да, но тем не менее какие-то вещи, о которых мы говорить можем, уже есть, то есть это и решение на уровне стратегии национальной безопасности, да, что мы
что освобождение Крыма, то есть восстановление территориальной целостности является приоритетом Украины. И решение о том, что мы отдаем приоритет политико-дипломатическим путям освобождения Крыма, это и те решения, которые принимались по предоставлению возможности крымчанам получать образование на территории Украины, да, и то, что вот сейчас идет обсуждение достаточно живое, что делать с теми людьми, которые сотрудничают на территории Крыма с оккупационными властями, да, то есть как мы будем... И вопрос того, кто и как будет работать в администрации Крыма после освобождения, да, то есть очень много вопросов. Не на все из этих вопросов есть ответы, но вот сейчас уже достаточно много инициатив, когда начинается работа и поиск, и на самом деле поиск уже такой более рациональный ответа на эти вопросы. В социальных сетях иногда мелькает такой язык вражды, такое злорадство на бытовом уровне, когда говорят по отношению к крымчанам, мол, сами захотели, сами получаете. И при этом авторы таких заявлений обычно умалчивают о том, что Крым был насильственно захвачен Россией, что были введены войска. И как вы думаете, почему становятся возможны вообще такие заявления? И может ли Украина как-то внутри страны бороться с такими заявлениями? Ну, социальные сети это все-таки такое очень странное место, да, то есть там есть как живые люди, так и боты, так и люди, которым платят за то, чтобы они продвигали определенные месседжи, поэтому я бы на самом деле вот настолько серьезно к тому, что заявляют в соцсетях, не относилась, потому что мы не знаем, никто это, никакая у них мотивация, не является ли это на самом деле их мнением, да. Если мы говорим о позиции государства Украина, то она очень четкая, что те люди, которые находятся в Крыму, они в оккупации, да, они продолжают оставаться гражданами Украины с нашей точки зрения, и что территория на самом деле оккупированная. То есть, что обвинять тех, кого оккупировали, в том, что их оккупировали, это все равно, что обвинять женщину, да, в том, что вот она виновата, сама виновата в том, что ее изнасиловали. Ну, то есть, это... И я думаю, что для того, чтобы бороться с такими заявлениями, эта позиция должна звучать четко и часто, и она должна быть понятной. И на самом деле среди, если говорить о жителях Украины в общем, то на самом деле вот эта точка зрения, что они сами виноваты, она не настолько уже распространена. То есть, если я не ошибаюсь, в марте прошлого года мы делали опрос общественного мнения. И я сейчас, к сожалению, цифры не припомню, но вот я помню, что на тот момент для меня было даже до некоторой степени открытием, насколько большой процент разделяет именно точку зрения правительства Украины. Но есть и такой момент, как обида на тех, кто действительно принял российское вторжение и перешел на сторону страны-оккупанта. И как получается, пока одни крымчане или переселенцы страдают от репрессий, остаются без работы, без жилья, другие на этом фоне приобретают работу, рычаги давления, власть, связи. И вот в этом контексте хотелось бы поговорить вот о чем. Сотрудничество с оккупантом – это не новая тема вообще для стран, для мировой истории, но для Украины это болезненная тема. И как говорить об этом в 21 веке, оставаясь на цивилизованных позициях, скажем так? Ну, я думаю, что здесь есть несколько аспектов, да, то есть тот аспект, о котором вы говорите, это такой эмоциональный аспект, да, больше, как бы вот как люди это воспринимают, потому что, ну, я как бы не крымчанка, да, мне, наверное, сложно понять всю глубину этих ощущений, да, когда вот человек, с которым ты всю жизнь прожил рядом, и вдруг оказывается, что он... Ну, по большому счету, это предательство, да, то есть и это очень больно, это очень тяжело, но есть как бы и юридический такой подход, да, то есть подход с точки зрения международного права, что страна-оккупант на самом деле обязана на оккупированной территории организовывать мирную жизнь, да, и как бы она это может делать либо при помощи тех людей, которых она завезет туда, либо каким-то образом нанимать местных. И тут уже политическое решение со стороны Украины, каким образом мы будем к этим местным людям относиться. То есть вот я сейчас выскажу свое мнение, но мне кажется, что как бы
нужно смотреть на то, какие должности эти люди занимают и какую деятельность они на этих должностях ведут, да, потому что, например, работая там в тех же правоохранительных, да, в кавычках, органах, можно и помогать ну, как бы своим, да, а можно и нарушать чьи-то права, можно проводить репрессивную политику, которую проводит там российское государство. То есть нужно, ну, как бы подходить более детализованно, да, потому что люди в разных ситуациях, то есть вот я слышала, например, истории, когда человеку нужна работа, он идет работать в органы, но для него важно, что вот на вот этой вот работе он не должен произносить какую-то там клятву верности, да, ну, то есть вот эти нюансы, эту ситуацию нужно очень хорошо изучить, что там происходит, и принимать решения, исходя из того, что... ну, какие из всех вот этих вот нюансов, которые существуют. И однозначно ни в коем случае нельзя всех называть коллаборантами. Ну, то есть это и наказывать за это. У нас есть звонок слушателя. Здравствуйте. Добрый день. Добрый. Алло. Да. Говорите, вы в эфире. Добрый день. У меня вопрос. Да, пожалуйста, говорите. Угу. Алло. Говорите, вы в эфире, мы слушаем вас. У меня вопрос такой. Если считать Меджлис и Курултай нормальным явлением, то тогда поляки должны иметь свой сейм в Украине, а русские граждане, то бишь русские по национальности украинцы, должны иметь свою думу. Ну, я думаю, что здесь нужно понимать разницу между коренным народом, да, и национальными меньшинствами. То есть поляки и русские в Украине, они являются национальными меньшинствами, в то время как крымско-татарский народ – это коренной народ. И у коренного народа есть несколько другие права, да, которые немножко отличаются от прав национальных меньшинств. И среди них это право на национальное самоуправление, да, то есть то, что есть, это и Курултай, и Меджлис. Скажите, я хочу задать вопрос нашему слушателю. Откуда вы звоните к нам? Одесская область. Одесская область. На ваш вопрос ответили? Не совсем. Алло. Да? Почему нет? Я могу тоже еще сказать. Крымские татары не коренной народ. Они пришли как результат татаро-монгольского нашествия. Ну, я думаю, здесь надо просто посоветовать нашему радиослушателю изучать, почитать историю крымских татар, и она есть в открытом доступе. У нас еще один звонок в эфире на линии. Здравствуйте. Говорите, вы в эфире. Добрый день. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я с Луганщины. Вы знаете, вот эта автономия крымская, татарская, это современный аналог Крымского ханства. Вы знаете, Крым – это европейская земля. Он никак не может быть родиной для тюркского, азиатского народа. Это нонсенс. Когда вы говорите там, вот, Меджлис, в свое время, вы слышите меня, в свое время, еще да, задолго слушаю. до войны, я помню, рядовые татары роптали на Меджлис, потому что деньги бешеные Турция давала, раскрадались Меджлисом эти деньги. Земли деребанились. В общем, не такие они белые и пушистые, как нам тут хотят рассказать. Я хочу сказать, что Украина – это страна унитарная, согласно Конституции. И менять ее под кого-то не давно никому, никаким министерством. Поэтому вот это заигрывание, нет у нас друзей вообще, а наши споконвічні вороги – це поляки, росіяни і татари. Вибачте, ну так и склалося. Ну, если честно, мне немножко странно слышать такой подход, да, то есть, в общем-то, крымские татары – это народ, который живет рядом с нами на нашей территории, и они есть, и они, как бы, ну, то есть, имеют определенные права, и говорить о том, что они наши враги, ну, хорошо, но чего мы этим добьемся? Ну, то есть, на мой взгляд, это не конструктивный подход, да. И даже если Украина является унитарным государством, это совершенно не означает, что в составе унитарного государства не может быть автономии. Вопрос в том, что нужно хорошее понимание, да, что это, как эта автономия будет выглядеть, как она будет управляться, как будут защищены права крымских татар в этой автономии, как будут защищены права остальных жителей Крыма. И
мне кажется, очень неконструктивно ставить вопрос так, что крымские татары наши враги. Это народ, с которым мы живем вместе в одном государстве. Хочу сказать, что мы видим уже необходимость того, чтобы пригласить в эфир историков, которые помогли бы, наверное, нашим слушателям больше разобраться в теме присутствия крымско-татарского народа в Крыму, как коренного народа. И вообще хорошо, что нас слушают в разных регионах Украины, несмотря на то, что Крым Реалии — это в первую очередь мы говорим о Крыме, мы видим, что эта тема интересует жителей и Одесской области, и Луганской области. Оставайтесь с нами, слушайте нас. Ну, и хорошо, что люди не боятся высказывать свое мнение в эфире. Это тоже важно. Хотя оно достаточно все-таки... Они видят, что, может быть, это мнение может по-разному быть воспринято, но они его действительно высказывают. Это то, для чего мы здесь работаем. Я хочу напомнить, что вы слушаете дневное шоу. У нас в гостях Юлия Коздобина. Не переключайтесь. Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8:35 и 13:10, а также на 105,9 FM круглосуточно. В эфире радио Крым Реалии, дневное шоу. У микрофона Елена Юрченко, и мы беседуем с Юлией Коздобиной. Это советник министра информационной политики Украины. Давайте вернемся к вопросу реинтеграции полуострова. И я хочу тут напомнить о том, что последний 4-й год уже пошел, как крымчане и жители материковой части страны, по сути, живут в абсолютно разном медиаполе. Они слышат разные новости, и им показывают разную интерпретацию фактов и событий. И что можно противопоставить этому, на ваш взгляд? Ну, к сожалению, на данный момент достаточно сложно что-либо противопоставить, да, то есть то, что делается, вот те меры, которые принимаются, да, развитие вещания на Крым и выработка политики, ну и выработка месседжей для крымчан, в общем-то, во многом это то, что делается на будущее, да, потому что мы понимаем, что сейчас полноценная реинтеграция информационная достаточно сложный вопрос, потому что это не только вопрос нашей способности донести свой месседж, но это еще и вопрос готовности и желания крымчан этот месседж услышать. Потому что, ну, я знаю, что было очень много критики, вот это вот опрос общественного мнения, который сделала немецкая организация, Центр, по-моему, восточноевропейских исследований, да, я не помню название. И было очень много критики этого вопроса, но мне кажется, и однозначно, что нельзя воспринимать за чистую монету те ответы, потому что мы понимаем, что в ситуации, когда люди живут в страхе, они далеко не всегда будут говорить то, что они думают, но все же основные тенденции, мне кажется, этот опрос показал, да, что сейчас произошел достаточно серьезный разрыв между крымчанами и украинцами, и что они сейчас пока вот живут в этом вот своем таком внутреннем мире, да, замкнуто в этом внутреннем мире живут, и должно пройти какое-то время, прежде чем они будут готовы слушать и слышать то, что говорит Украина, да, и сейчас те сигналы, которые идут из Украины, они в основном доходят туда в совершенно искаженном виде, и перебить это у нас, к сожалению, вот такой вот возможности, ну, массово перебить, у нас этой возможности, к сожалению, нету. Но есть те люди, которые продолжают быть ориентированными на Украину, и вот на сейчас задача минимум поддерживать связь с этими людьми и надеяться на то, что дальше наша аудитория расширится, ну, в силу объективных процессов, да, которые будут происходить. У нас еще есть звонок в студию. Здравствуйте. Здравствуйте, это я. Алло. Здравствуйте, да, говорите, вы в эфире. Я хотела бы вот по предыдущему звонку женщина говорила по поводу крымских татар. Вы знаете, почему так происходит? Я хочу сказать, что крымским татарам завидуют, они хозяева хорошие, они в большинстве своей массе, они не пьяницы, они не курящие. Это прекрасные люди, которые двигают Крым. Поэтому я бы, будучи властями, отдала бы власть в их руки. Потому что это люди с великой буквы написаны. Вот.
Понимаете? И я еще хотела бы добавить, в быту, там у меня когда-то был директор, который работал с крымскими татарами до войны. И его мнение, он сказал, что до войны на всех руководящих постах стояли крымские люди. И вопрос, любой вопрос, не нужно было ездить и решать по нескольку раз. За один раз надо было съездить. И вопрос был всегда решен. Это организованные, прекрасные люди. И поэтому не надо завидовать, что они такие. И слава Богу, что они вернулись в Крым, и пусть двигают Крым. Только они смогут подвинуть Крым, больше никто. Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Откуда вы звоните, можете сказать? Крым. Как погода в Крыму? Судак. Крым, Судак. Хорошая, отличная, слава Богу. Пусть будет солнечно над Судаком. Ну да, такое совершенно другое полярное мнение. Вопроса не было, да, как бы стоит ли комментировать. Ну, наверное, мысль о том, что отдать власть крымским татарам, мне кажется, что эта мысль не будет принята большинством, да, как бы, поэтому тут очень важно не говорить такими как бы простыми словами, да, а реально смотреть на детали того, как будет устроена жизнь в Крыму после освобождения. И однозначно у крымско-татарского народа, как у коренного народа, должна быть роль не такая, как она была до оккупации. Ну, вообще, мы видим, что не хватает информации людям. Однозначно не хватает информации. Но дело в том, что для того, чтобы доносить какую-то информацию, да, мы как Министерство информационной политики, если мы говорим об этом, то мы уже можем доносить те решения, которые уже приняты, да. И если решения еще нету окончательного, то мы сталкиваемся с той сложностью, что мы как бы тогда говорим о каком-то своем мнении, но это наше, но тогда это нарушает тот принцип, что правительство должно говорить одним голосом, да, то есть что оно должно объяснять свою политику. Если эта политика не сформулирована окончательно, то нам объяснять, получается, особенно нечего. То есть поэтому как бы мы в такой вот немножечко сложной ситуации, когда с одной стороны нужно объяснять информации мало, информации недостаточно, но с другой стороны окончательного решения еще нету, поэтому придумывать что-то свое это неправильно, да, и молчать неправильно. Вот так немножко сложно. Сложно. А у нас еще один звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Я звоню из Харьковской области, Лариса Кристиненко. Я в Крыму жила до 98 года. То есть, когда татары начали, им решили возвращаться в Крым, я в это время жила. У меня через двор поселились татары крымские. Я хочу о них сказать. Это замечательные люди, доброжелательные, да, не пьяницы, не гулящие, не лодыри, не воры. Ну, может, как говорится, в семье не без урода, но то какие-то, может, труженики. Не сравнить с русскими, которые лодыри, пьяницы, воры, бандиты. Это замечательные люди. Я думаю, что это был не вопрос, это было мнение, да, которое вы хотели слышать. Спасибо вам за него. Но все-таки достаточно рисковато, мне кажется, называть людей, да, говорить о том, что кто-то бандиты, исходя из их обобщать, я думаю, тоже не стоит. Обобщать, мне кажется, что это все же тоже неправильно, но с другой стороны, приятно, что есть и разные мнения, да. И географически, кстати, наши слушатели сегодня уже столько городов и областей украинских обозначили. Это очень, очень здорово, мне кажется. Юлия, давайте продолжим говорить о Крыме. Я знаю, что вы исследовали эффективность блокады Крыма. И к каким выводам вы пришли? Ну, это было несколько лет тому назад, да, то есть когда блокада была только введена, и тогда, на самом деле, если вы помните, была ситуация такая, что из-за закона про ВЭЗ Крым, я просто... Свободная экономическая зона. Да, свободная экономическая зона, да, Крым, то есть тогда, в общем-то, через схемы, возможные благодаря этому закону, происходила и контрабанда, и много других вещей. То есть и тогда, в общем-то, не удавалось каким-то образом это перекрыть
И поэтому было принято вот такое вот жесткое решение, да, пролоббировано, продавлено жесткое решение, что запрещаем все полностью. Но если мы говорим о обмене товарами, да, вот именно как экономическая санкция, то на самом деле, как правило, экономические санкции используются как такой более, ну, скажем так, острый инструмент, да, то есть как часть какой-то политики для того, чтобы стимулировать какое-то одно поведение, да, и какое-то другое поведение, наоборот, предупреждать. И если даже вот мы говорим о тех санкциях, которые наложил Европейский Союз, да, то есть они запрещают, например, инвестиционную деятельность в Крыму, но, тем не менее, обмен товарами с Крымом они не запрещают. То есть если речь идет о том, они готовы покупать крымские товары, но только с сертификатом происхождения из Украины, да, ну, то есть таким образом они как бы привязывают Крым к Украине. Вот. Они также запретили поставки туда определенных товаров, то есть тех товаров, которые, например, России облегчили бы интеграцию Крыма. Да? Ну, то есть это определенный инструмент, который разработан для того, чтобы помогать той политике, которую они ведут по отношению к оккупации Крыма. То есть это не признание, это указание того, что Крым — это все-таки Украина, да, то есть что граждане, то есть вот те же самые жители Крыма, для того, чтобы поехать за границу, они должны получать визы, ну, раньше должны были получать визы, теперь они могут ездить безвизово в Украине, да, то есть Европейский Союз не воспринимает их как граждан Российской Федерации. То есть, и если мы говорим о товарообмене с Крымом, я думаю, что Украине все-таки следовало бы принять подобный подход, да, то есть понять, чего мы хотим. То есть мы хотим наказать Россию, мы хотим сделать так, чтобы России было сложно содержать Крым, да. Вместе с тем, как правило, экономические санкции разрабатываются таким образом, чтобы как можно меньше нанести вреда населению и как можно меньше нанести вреда себе, да, потому что если мы говорим о том, что это экономическая война, то в экономической войне побеждает тот, ну, кто теряет от этого наименьше, да, то есть если получается, что мы теряем больше, чем теряет Россия в результате наших действий, то проигрываем мы. Ну, то есть это как бы законы экономической войны. И поэтому ну, то есть нужно, опять-таки, то есть это решение, которое было принято, оно было принято, ну, вот в тех условиях, в которых оно было принято. Я думаю, что оно имело как положительные, так и отрицательные стороны, но сейчас, мне кажется, к этому нужно было бы подойти более рационально и более аналитически, да, и в рамках той политики, которую Украина хочет вести по отношению к Крыму. И политика эта заключается в том, что да, мы наказываем Россию, при этом мы хотим, чтобы крымчане все-таки понимали, что они граждане и что Украина их ждет, и продумать, какие экономические вещи, ну, какие экономические меры можно для этого принять. И однозначно вот то, что происходит, когда украинский бизнес ведет бизнес на территории Крыма, это неприемлемо, да, но это не то же самое, что обмен товарами. Ну, то есть тут очень много нюансов, да, которые нужно садиться и спокойно проговаривать с экономистами, с людьми, которые понимают, как работают экономические санкции. То есть вот я сейчас немножко начала изучать этот вопрос, да, каким образом санкции налагает ООН, каким образом это делают другие государства. И на самом деле это достаточно тонкий инструмент. И от полного эмбарго и полного запрета торговли на самом деле ушли, это применялось достаточно часто и раньше, но от этого ушли вот в 90-х годах. Там была ситуация, когда были наложены санкции на Ирак, и в результате этого очень сильно пострадало население Ирака, а режим никоим образом не пострадал, да, потому что в таких ситуациях режим очень хорошо это использует, да, то есть вот вы наложили на санкции, мы вас обвиняем, и наоборот людей вокруг себя мобилизуют, да, тем, что вот у нас появился один общий враг. И люди в результате страдали как бы в Ираке, да, и поэтому подняли вопрос, что вот такие вот полные запреты, они на самом деле неэффективны, и они чаще имеют негативные последствия, и разработали так называемые разумные санкции, которые вот применяют уже сейчас.
И я думаю, что Украине стоило бы поучиться из того опыта, который был на международной арене, и разрабатывать свои санкции, исходя из той же логики. Наше время для слушателей на средних волнах подошло к концу. Мы прощаемся с ними и через несколько секунд продолжим общение с Юлией Коздобиной на частоте 105,9 FM. В эфире радио Крым Реалии. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. В эфире дневное шоу на радио Крым Реалии. Мы беседуем с советником министра информационной политики Украины Юлией Коздобиной. И мы говорим про блокаду полуострова. Мы говорили о товарообороте, а теперь я хотела бы поговорить о людях. На ваш взгляд, насколько вообще необходимы меры, которые ограничивают перемещение людей через административную границу с Крымом? Усложняют перемещение, регламентируют это перемещение? Здесь нужно найти баланс, да, между свободой перемещения для людей и между интересом Украины в том, чтобы все-таки коммуникация между жителями Крыма и Украиной происходила, и вопросами безопасности. Да? То есть мы понимаем, что все-таки Крым — это территория оккупированная, и мы понимаем, что Российская Федерация — это недружественная страна по отношению к Украине, и мы понимаем, что возможны и наверняка происходят такие вещи, когда людей, которые живут в Крыму, могут вербовать для того, чтобы нанести вред Украине. Да? Мы это прекрасно понимаем. И я думаю, что здесь как раз вопрос работы спецслужб. Да? Я на самом деле не так хорошо знаю о том, какие у них есть методы для того, чтобы определять степень опасности, то есть какие-то ограничительные меры нужны, но однозначно не может быть полного запрета и не должно быть таких препятствий, которые были, да, когда невозможно было перевозить свое имущество через... То есть получается, что Украина создавала некое такое гетто в Крыму, да, то есть что человек лишался, даже если он хотел выехать на территорию материковой Украины, он лишался возможности взять с собой достаточно для того, чтобы здесь начать какую-то новую жизнь. Или вот как была история со студентами, да, которые не могли приехать, потом не могли привезти какие-то элементарные необходимые для них вещи. Поэтому тут очень важно найти этот баланс. И опять-таки, то есть я, наверное, все-таки сторонник рациональных подходов, да, в формировании политики, который заключается в том, что мы сначала должны изучить ситуацию, понять ее в деталях, понять, какие наши цели и задачи, чего мы хотим достичь в этой ситуации. И исходя из этого, да, то есть какие у нас есть риски, и исходя из этого уже принимать решение, которое учитывало бы по максимуму все существующие нюансы. То есть это зачастую это достаточно длительный процесс, но мне кажется, что он все-таки того стоит. И потом, когда мы этот процесс прошли, когда мы поняли, тогда на самом деле такие решения и объяснять, и коммуницировать намного легче, потому что мы сами понимаем, чего мы хотим, мы сами понимаем, почему мы это сделали, и когда мы сами это понимаем, мы можем объяснить это людям, да, потому что вот так, как происходит сейчас, когда с одной стороны мы говорим о том, что Крым — это Украина, а с другой стороны мы слышим от крымчан, так какая же Крым — это Украина, если мы не можем то-то, 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 да, то это непродуктивно и неправильно. Непродуктивно, но и надо отметить, что крымчане довольно болезненно воспринимают определенные моменты. И как объяснять, как информировать, как коммуницировать в таком случае? Один из вариантов, который мы рассматривали, да, то есть вот то, что я говорила, что задача минимум, это хотя бы поддерживать связь и информировать тех, которые сейчас ориентированы на Украину, это распространение информации в пунктах пересечения, да, то есть там точно бывают люди, которые сюда ездят, которые какие-то связи сохранили, и
Таким образом, мы, конечно, не решим вопрос новостей, мы не решим вопрос общего информационного поля, который есть в Крыму и который отличается от украинского, но хотя бы информацию о тех возможностях, которые предоставляет Украина для крымчан, и о той позиции, которая по отношению к крымчанам занимает Украина, мы можем донести, и это важно. Я хочу напомнить нашим слушателям, что в эфире дневное шоу, и крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей материковой части Украины телефон студии 044 490 29 05. Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. В эфире дневного шоу на радио «Крым Реалии» советник министра информационной политики Украины Юлия Коздобина. Давайте поговорим о пропаганде. Довольно массированная пропаганда сейчас происходит в Крыму, и в том числе и в учебных заведениях. Что может Украина официально этому противопоставить? Тяжелый вопрос. На самом деле, я думаю, что мы прекрасно понимаем, что у нас нет возможности влиять на содержание российских учебников и на содержание того, что они говорят в Крыму. Да, то есть это реальность, которая крайне неприятна, но мы прекрасно, она такая, да. И что может сделать Украина? Украина однозначно может поднимать этот вопрос. Украина может говорить об этом на международной арене, потому что на самом деле это тоже нарушение прав человека, да, это нарушение прав жителей Крыма на получение объективной информации. И это повод для того, чтобы оказывать давление на Россию, и повод к тому, чтобы не забывать о том, что Крым находится в оккупации, там происходят постоянные нарушения права человека, и что Россия должна уйти из Крыма для того, чтобы эти нарушения прекратились. Если говорить, также об этом нужно говорить внутри Украины, да, потому что мы понимаем, что в какой-то момент наступит тот день, когда Крым будет освобожден, и нам придется иметь дело с людьми, у которых совершенно искаженное представление о реальности, о истории. И когда украинцы столкнутся с этим, то наверняка будет очень сложная эмоциональная реакция, да, что вот мы ждали, да, а за это время вы очень сильно изменились. И это будет сложно и тяжело, и украинцев надо тоже к этому готовить, да, для того, чтобы вот эта вот встреча, которая произойдет, чтобы мы понимали, что происходит, да, чтобы мы знали, чего ожидать. То, о чем вы сейчас говорите, по сути, есть вопросы реинтеграционной, информационной реинтеграции полуострова. Как-то уже тезисно это прописывается, или это пока просто общее видение проблемы? Пока это общее видение проблемы, то есть на самом деле для того, чтобы понимать, что конкретно, да, кому и как, и через какие каналы говорить, для этого нужны более подробные исследования, да, то есть вот мы когда писали стратегию, мы частично исследования проводили, но вот, например, в том же Крыму доступ к информации достаточно сложный, да, поэтому далеко не вся информация, которая нам необходима, у нас есть. То есть мы промониторили те месседжи, которые выдает российская пропаганда, да, мы знаем, что они говорят, и мы знаем, что они пытаются донести до жителей Крыма. Но, например, очень подробного анализа учебников у нас не было, да, то есть учебники вот уже с интерпретацией событий 2014 года, они появились не так давно, да, то есть вот сейчас тоже идет работа над тем, чтобы понять, что содержится в этих учебниках. Если говорить о территории Украины, то тоже мы провели опрос, мы получили более-менее общее представление о том, что думают украинцы, но так как ресурсов у нас было не настолько много, выборка в этом опросе была недостаточная для того, чтобы говорить о сегментации, да, то есть вот так, как делается обычно в коммуникации, то аудитория разделяется на определенные сегменты, и вот, допустим, там студентам нужно объяснять одним языком, да, пенсионерам нужно объяснять другим языком, да, то есть, это приблизительно. То есть, в принципе, до всех нужно донести одну и ту же информацию, но
ее нужно растолковать по-другому, да, потому что студент мыслит одними категориями, там мама с ребенком мыслит другими категориями, ну и опять-таки тоже понять, кому ближе, ну то есть, но для этого нужно больше понимания аудитории, которого на данный момент у нас нет из-за того, что выборка была очень маленькой. И я понимаю трудности, связанные с исследованием, которое проводится на довольно закрытой территории, но в то же время пошел 4-й год оккупации, и когда станет достаточно этой информации для того, чтобы авторы документа могли двигаться дальше? Ну, мы пытаемся двигаться, да, то есть мы пытаемся и с жителями оккупированной территории разговаривать, да, понимать, что им необходимо, понимать, но опять-таки эта информация очень часто, она какая-то такая кусочками, да, не полная, ну, то есть в любом случае выходит, что подход не настолько системный, насколько хотелось бы, да, ну, то есть... Может быть, тут речь о том, что вы слишком перфекционисты, и вам надо слишком все хорошо, так сказать, подготовить? Я бы не сказала, что мы перфекционисты, да, то есть мы пытаемся работать, исходя из того, что у нас есть, вот, но понимаем, что можно лучше. После 2014 года в мире заговорили о новых угрозах, которые возникли с началом информационной войны, которую вела Россия. Россия задействовала довольно много ресурсов в этом направлении, в том числе для пропаганды, для искажения фактов. И, на ваш взгляд, что может этому противопоставить Украина и мир? Ну, я думаю, что сейчас нужно говорить о том, что до некоторой степени изменились подходы, да, то есть если вначале они пытались навязать какую-то свою повестку дня, то через некоторое время стало понятно, что это не очень-то работает, да, и они перешли к деструктивной позиции, то есть они занимаются тем, что они пытаются разжигать существующие в разных обществах конфликты, да, то есть если в США они играли на том конфликте, который был на выборах, то есть они также играли на тех конфликтах, которые у них есть, и вот с этими white supremacists, ну, то есть если у нас они пытались разжигать конфликт на национальной почве, да, то есть говорить про бендеровцев, про хунту и всякое такое прочее, то есть если говорить о том, что мы можем этому противопоставить, то это, конечно же, в первую очередь разрешение своих конфликтов, вот, и во вторую очередь понимание, что как они действуют. И тут вот можно вернуться к тому вопросу, который вы уже поднимали, это вопрос языка ненависти, языка вражды, то есть, в общем-то, это один из самых первых и самых важных инструментов, который используется для разжигания конфликтов. И, ну, я знаю, что у нас очень неоднозначное отношение к этому вопросу, да, и не только у нас, в разных странах этот вопрос регулируется по-разному, но мне кажется, что очень важно для украинцев в целом и для журналистов также понимать, что то, как мы говорим о проблеме, влияет на восприятие этой проблемы и влияет на то, движемся ли мы к решению или движемся мы наоборот к тому, чтобы мы друг друга больше ненавидели, и создаем ли мы плодотворную почву для того, чтобы российская пропаганда могла влиять на нас. То есть пропаганда, по большому счету, это влияние на наши эмоции, да, попытки нами каким-то образом манипулировать, на наши страхи какие-то, да, на наши опасения, на наше недоверие. И нужно понять, что они влияют на нас таким образом. И защищаться в первую очередь, контролировать свои реакции, поддаваться на эти провокации или не поддаваться на эти провокации. Ну вот даже вот сейчас, если наблюдать за ситуацией вокруг убийства правозащитницы Ноздровской, да, то есть уже даже сейчас видно, как вбрасывается информация, как вбрасывается с противоположных сторон и как нас пытаются настроить против наших правоохранительных органов, да, то есть вот попытаться остановиться, подумать и сказать, окей, что нам в этой ситуации важно?
Нам важно обвинить кого-то, нам важно найти преступника, нам важно ли нам, чтобы это было сделано в соответствии с законом, важно ли нам, чтобы свидетели принимали участие и свидетельствовали, да, говорили о том, что помогали органам расследования в их деятельности. То есть вот все вот эти вот вопросы, остановиться, подумать, ответить себе на эти вопросы и двигаться, да, независимо от того, как на нас пытаются влиять. Когда вы говорили о деструктивном влиянии, которое Россия оказывает, я не могу не напомнить еще об одной проблеме. Это то, что люди стали меньше доверять медиа вообще. После всех этих диких историй о распятых мальчиках люди ставят под сомнение вообще необходимость существования СМИ. Да, это есть, и это есть не только у нас, это на самом деле общемировая тенденция, да, то есть недоверие к СМИ. Но тут на самом деле, тут же вопрос к самим СМИ, хотят ли они, чтобы им доверяли, да, потому что если говорить о том, что происходит в интернете, да, то, в общем-то, в последнее время стало огромное количество доступно информации для читателя бесплатной, да, но интернет-СМИ зарабатывают на кликах, да, то есть получается другая модель заработка, то есть получается, что репутация во многом потеряла значение, и тут вопрос для СМИ, хотят ли они возвращать эту репутацию или не хотят, устраивает ли их то, что они пишут какие-то такие цепкие заголовки, да, на которые люди ведутся, кликают и приходят, читают, они там получают с этого деньги. Ну, то есть, и это серьезные разговоры как для СМИ и как для читателей. И, в общем-то, как бы до некоторой степени возврат к азам того, что такое демократия, какую роль в демократии играют СМИ, какую роль в демократии играют ценности. И мы очень часто говорим о мире постправды, да, что такое постправда, принимаем ли мы то, что правды не существует, существует ли она, если существует, то что это, как. Ну, то есть это очень многие такие вопросы, которые казалось еще какое-то время тому назад, что ответы на них существуют, и все их знают и понимают, но вот как бы сейчас получается, что немножечко мы от этого отошли, то есть нужно вернуться к азам, да, то есть по большому счету вся вот эта дезинформация, это уже следствие тех более глубинных процессов, которые происходят. Здесь можно опять говорить о важности медиаграмотности для населения. Однозначно, да, однозначно. На ваш взгляд, что должно произойти, чтобы Россия ушла из Крыма? Ну, я думаю, что сейчас Россия ощущает себя очень сильной, да, и поэтому она вряд ли захочет уйти из Крыма. Что должно произойти? Это комплексная стратегия, да, то есть это и давление, с одной стороны, это и предложение какого-то выхода, ну, то есть это вопрос потери лица, это вопрос... Ну, также вопрос тех же ценностей, да, то есть очень многие в России считают, что они поступили правильно, что вот так и должно быть. И как сказать, как им доказать, что это неправильно, что так нельзя, что это воровство, что это оккупация, что это нарушение прав, что это нарушение международного права. Как это донести, как заставить их отказаться, тут сложно, то есть вот что должно произойти, сложно, да, то есть мне кажется, должно произойти с одной стороны ослабление России, а с другой стороны как бы вот наша четкая и жесткая позиция, наш четкий и жесткий нарратив, что это наша территория, это должно быть восстановлено по таким-то причинам, и что Россия в данной ситуации выступает агрессором, а агрессия по международному праву это неприемлемо. Вы сказали об ослаблении России. На ваш взгляд, санкции достаточно ослабили Россию? Но тут нужно разделять два вопроса, да, то есть экономическое влияние санкций и политическое влияние санкций. То есть мы видим, что экономическое влияние все-таки присутствует, да, то есть если в начале риторика была такая, что мы совершенно не боимся ваших санкций, они нам нипочем, то чем дальше, тем больше мы видим попытки со стороны российского руководства уйти от тех санкций, которые на них наложены. То есть экономическое влияние однозначно есть, и оно достаточно серьезное. Если говорить о политическом
Донецком, то пока что мы не видим изменения поведения со стороны Российской Федерации. То есть давление на них оказывает, но они пока что еще думают, что им удастся каким-то образом выкрутиться, вывертиться. И удастся ли, это будет зависеть от того, насколько и Украине в том числе удастся удерживать и способствовать тому, чтобы продолжалось экономическое давление на Россию. Наше время наше время вообще уже подошло к концу, и вы слушали дневное шоу на радио Крым Реалии. Мы беседовали с советником министра информационной политики Украины Юлией Коздобиной. В студии работала Елена Юрченко. Хорошего вам дня.